Так, первое препятствие. Весной повернула, блин. А сейчас скользко до невозможности после дождей. И ручей поднялся. Попробуешь через ручей? Так, Валерий Батькович через ручей вброд перешел. Ну, я не такой крутой. Я сейчас попробую здесь, надеюсь, не проскользнусь. В этом деле главное хорошую палку взять. Так, ну что там? В этих случаях молятся? Неверующие или не молятся? Мама, я керу. По острию иду. Ой. Я не то что шаг влево, шаг вправо боюсь сделать. Опасаюсь посмотреть в сторону. О, как скользко. Ой. Ой. Стоять. Ну что, за кусты можно и зацепиться. Хо-хо. Ну что, падать или... О! Палка сломалась. Успел переправиться. Ну ладно. Проблемы решаем по мере их поступления. Пока проблемы номер 1 прошли. Ой, какие они сырые. Надеюсь, в каплях воды, которая осталась в ельнике, сильно не замочимся сейчас. А вот это крутой ветровал. И прямо на тропу. Мать моя! Такую дуру и не перепрыгнешь, обходить придется. Ух. Туда обходить чуть не 100 метров. Там еще куча поваленного ветровала. Так. А сюда 15 метров, 15, 30 метров. Как нормальный ленивый российский товарищ. Тогда лучше перелезу. Ха! Мать моя. Фу. Ни хрена себе. Приключенницы. Вот дает. Такая дуренция. И бензопилу не взяли с собой. Надо же. Ну что, капитальный ветровал нам подлянку устроил. Мне обходить его стало лень. Я перелез. С кряхтением. Боюсь, тебе обходить придется. Нет. Обходить по кустам надо, вот это мне и не привлекает. Не привлекло. Я проскочил. А вот второй, абсолютно свеженький ветровальчик. Слава богу, что мимо тропы, а в сторону. Тут точно повезло. Когда это у нас такие ветра-то были? Были, наверное. С чего им падать-то? Еще один ветровальчик. И опять мимо. Откровенно повезло. Да фига воды на елках. Да, ясно. Собакой вероятность стрельнуть рябчика стремится к нулю. Гав, фрррр, улетел. Гав, фрррр, улетел. Ну, надеюсь, ты редиска глухая рано или поздно облает. Так, подход к кускам тоже, наверное, завалится медным тазом. Если придется, ну, так посидеть чуть-чуть, тогда он будет рядом сидеть и не дергаться. Надеюсь. Ага. Кого-то. Белку. Такая тишина установилась. Хрен подойдешь к октябрьским уткам. Ну что тогда, сетки кидать будем? А не знаю, может, я дойду до своего места, посмотрю, Ну, а я к тебе тут посижу. Да-да, подлететь могу. Просто время уже к обеду, Ага. 11. У меня аппетита нет, но пожевать, наверное, надо все равно. Ну, с Валерием Батьковичем мы расходимся. И я в свой конец озера. Эй, пупсик! Вперед! Пошли! Вперед, вперед, вперед! Эй, давай! Вперед! О! Давно бы так. Так, лодки нету. След
под лодкой сырой, то бишь это не сегодня. Явный дурак, свистнул сволочь. Черпалку с собой не взял. Так. Ага. След оставил, что тащил лодку. То бишь это, в принципе, не так давно. Так, ну, оставил на озере. Хо-хо-хо! Ни хрена себе сколько. Если предположить, что это из-за дождей, большая вероятность воды в лодке набралась, то это 2-3 дня. Ничего не бояться. Это в городе полиция, милиция, уголовное дело, вдруг человек пропал. А тут пропал и пропал. Да, говнюк. Кто это сделал, это ясно. Веревкой зацепил. Горожанин какой-то. Ни хрена себе. Ну, в принципе, ясно, почему уток нету. Так, какие рыбу ловил с моей лодкой. Ну, блин. Говнюк. Халявщик. Валерий, ответь. Я вначале удивился, что уток нету. Ну, думаю, на Октябрь свалил. А тут у нас недавно какой-то говнюк это самое побывал. Лодку оставил тут на озере. Пришли, так поставили сетку попозже. Сейчас сначала уток посмотрю и все. Ну, Дудик, я тебя оставляю здесь. Я на другой берег, а ты будешь здесь бегать, пугать ко мне. Ты куда, Одиссей? Ну что, Дудик, что там услышал, учуял? Мы поехали. Покеда. Ты что, плавать собрался? Какой? Бегай здесь. Что там лает? Бегай по берегу. Уток на озере нету. От слова абсолютно совсем нету. Бывает. Займемся рыбалкой. А интересно, если я случайно столкнусь с чуваком, который с ружьем мою частную собственность, в смысле лодку, забирает своей целью корыстного использования. Как я должен относиться? Как к вооруженному грабежу? Интересный вопрос. А еще интереснее вопрос, а что я должен делать? Ну что, сегодня у нас на обед сель натуральная тихоокеанская. Классно жить на берегу Тихого океана и Атлантического. Хочешь, потребляй ту, хочешь, кушай другую. Что тут же смотришь? Хочешь, чтобы я дал тебе полезать банку из-под селедки? Плыви сюда. Хочешь полезать мою банку? Давай переправляйся. Что я тебе? Нет уж, давай ты ко мне. Дышь, лодырь. У меня картошка, чай, хлеб, селедка, много чего есть. Давай, давай, шуруй сюда. Согласен, чай не пьешь, какая сила. Чай попил, совсем ослаб. Это надо проверить. Стоять. Ох, класс, горячий чай. Красота. Сижу, жую, никого не трогаю. Слышу, кто-то принюхивается у меня сзади за спиной. Думал, тузик переправился, встал, как от меня одна редиска такая лохматая шарахнется. Ну, камера была выключена. Мать ее за ногу.
пугает тут. Ай, а я еще не доел. Не дообедал. Ух, обедаем дальше. Бобры березу грызли. А мы сейчас посмотрим, это старые или новые. Ой, ой, ой. Так, тонуть неохота. Ух ты, похоже, что свежегрызенные. Свежие. Это моя ошибка. Забыл фотоловушку. Сейчас бы поставил. И пока рыбка ловилась бы, на фотоловушку бобра бы снял. Ну, ладно. Пошли ставить сети. Ну! Ты японский бог! О! Фу, чуть ногу не вывихнул. Ну, давай. Залазь. Фу. Эй, Тузик, где ты там? По реке какой-то вентилятор едет. Что-то их все больше и больше становится. Так, ну что, чем темнее осенние ночи, тем больше на глубину ставим. Скажем так, на среднюю глубину. Ну, антивыдренный узел рыбацкий. Простой и незамысловатый. О, ни хрена себе. Протока глубокая. Ну, ловить рыбка большая и маленькая. И все мимо бобров. Около берега просвет, что ли, оставить для бобров. Метра 1,5. Ну, усел. Палкой зафиксировать, конечно, лучше, а то рыба попадет, вытаскивать будет. И ветку, что ли, использовать на упавшей березе. Ну что, ух ты, ух ты, какая мощняцкая. То я зря секать, что ли, таскаю. Ну ладно.